6 североосетинских некоммерческих организаций выиграли более 14 миллионов рублей. Это стало возможно благодаря конкурсу по распределению президентских грантов. Самый крупный грант, а это более 7,5 миллионов, выиграл Фонд содействия развитию гражданского общества «Развитие». Его проект под названием «С заботой о жизни» направлен на профилактику абортов и повышение культуры осознанного родительства. Как реализуется эта программа в нашей республике и какие новые возможности теперь появятся у организаций-победителей, об этом Галина Григорян. Алена Чадулина приехала во Владикавказ несколько лет назад. Из Самары вышла замуж, родила старшую дочь. После тяжелый развод с супругом и как снег на голову новость о ребенке. Первая мысль, что нового члена семьи девушка не потянет ни морально, ни материально. Но после консультации с психологом ребенка решено было оставить. Это была незапланированная беременность, и когда я об этом узнала, конечно, приехала туда к ней в абортарий с сомнениями, оставлять или нет. Но на тот момент мне важна была именно психологическая помощь, потому что мне не с кем было даже поговорить об этой ситуации. И, в общем, казалось, что все это очень страшно. И мне именно важна была консультация психолога. Теперь она планирует развивать свой небольшой бизнес и готова к рождению малыша. И таких женщин в республике очень много. Как правило, к абортам прибегают женщины в возрасте от 22 до 39 лет. Сами эксперты отмечают, что уговаривать женщину насильно никто не будет. Если ребенка не любят и не хотят, оставлять его у такой мамы просто опасно. Важно дать возможность высказать свои страхи. Такую помощь будут оказывать психологи фонда «Забота о жизни». Фонд выиграл президентский грант на сумму около 8 миллионов рублей. Все деньги пойдут на оказание не только психологической, но и юридической помощи женщинам, решившимся сделать аборт. У нас в проекте 2 юриста, 2 соцработника, 8 психологов. Эта помощь заключается в следующем. Это юридические консультации, это сопровождение соцработника, это сопровождение психолога, это обучение грудному вскармливанию. Проект предполагает и продуктовую помощь, и вещевую помощь для нуждающимся, для многодетным. Например, у нас такие тоже есть. Второй по величине грант получили авторы проекта Ирон Чинек. Это уже всеми любимое и известное приложение на смартфон с осетинскими сказками. Применение ему нашли в детских садах, где малыши с самого раннего возраста слушают сказки, повторяют стихи и играют в сценках на осетинском языке. Сумму более чем в 1,5 миллиона рублей создатели приложения потратят на увеличение библиотеки сказок. В планах также создание методических пособий для школ и детских садов. Мы продолжаем эту работу, артисты помогают нам, артисты участвуют на безвозмездной основе. Сейчас мы планируем также интегрировать дегорско-русский словарь. Для Android-версии уже это сделано. Для iOS-версии также планируется. Плюс усовершенствовать мобильное приложение мы планируем. Среди победителей и проекты, направленные на поддержку детей с аутизмом. Это школа эффективного родителя «Гармония» выиграла 1 миллион рублей. На возрождение национальных ремесел Осетии также направлен грант в 500 000 рублей. А еще на развитие образования, ремесленного дела и поддержку безработной молодежи и другие. Всего 6 североосетинских некоммерческих организаций выиграли более 14 миллионов рублей. Всем организациям необходимо освоить полученные средства за год. Галина Григорян, Заур Кудзаев, Чермен Цураев. Новости Осетии.